Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Напомню, что она выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на радио Тетим Саха Раджата. За режиссерским пультом сегодня Мария Новгородова и Ольга Голикова. У микрофона ведущая передачи Любовь Сыроватская. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы сможете задать интересующие вас вопросы нашим гостям по номерам телефонов 320066 и 321166. А тема сегодняшней передачи у нас очень интересная. Она касается социальной защиты населения, какие есть меры поддержки для наших горожан. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. С Матрёной Викторовной Анипадистовой, руководителем Управления социальной защиты населения труда по городу Якутску при Министерстве труда и социального развития республики. С Марией Петровной Чириковой, начальником отдела организации и назначения мер социальной поддержки, и Ольгой Савичной Гороховой, начальником отдела адресной работы с населением. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну так, начнем. Матрёна Викторовна, расскажите, пожалуйста, об имеющихся мерах и, в общем, чем занимается социальная защита населения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Управление по городу Якутску, как бы он называется по городу Якутску. Хочу начать с истории, Управление, как управление социальной защиты, оно было основано сперва по линии муниципалитета в администрации города Якутска. Но на сегодняшний день управление работает при Министерстве труда и социального развития и оказывает государственные услуги на региональном уровне. То есть я всегда говорю, что со временем, если, все же познается в сравнении, мы помним, какие были услуги постсоветской, последнее время, после России, новой России, и с каждым днем увеличиваются меры поддержки, но они превращаются в адресную, то есть не всем оно положено, оно полагается только тем, которым нуждающимся. Критерии нуждаемости оценивается, критерий нуждаемости. На сегодняшний день управление занимается реализацией государственной политики и оказывает меры социальной поддержки по следующим направлениям. Регистрация коллективных договоров, имеющих более 1000 работников по городу Якутску. Это предприятия, учреждения, организации, которые имеют работников более 1000 человек. Переходим к выплатам. Основной пласт, большой пласт выплат у нас имеют, конечно, семьи. В рамках реализации государственного проекта «Семья» много мер по семьям, и, понятное дело, упор делается на многодетность. Социальная поддержка ветеранов, всех ветеранов, начиная от труда, ветеранов, участников войны, всех ветеранов. Социальная поддержка инвалидов. Оказание государственной социальной помощи на основании контракта социального. Оказание материальной помощи малоимущим семьям, гражданам, одиноко проживающим. Это по 206 постановлению, то есть категория там тоже особая. Адресная материальная помощь на газификацию домов. Работа в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. То есть пласт работы, он многогранный, не только меры поддержки. Управление в своей работе сопровождает население города Якутска, как говорится, от рождения до последнего пути человека. Но я всегда говорю, что госуслуги, это оказание госуслуги, это живой механизм.
Он меняется так же, как и меняется государство. Он меняется так же, какие вызовы времени перед нами ставит наша жизнь, да. Поэтому меняется и категории лиц, которым вот эта поддержка нужна. Все меняется. Сегодня хочу обратить внимание радиослушателей, то, что на меры поддержки через управление социальной защиты заявления принимаются через МФЦ. Почти все услуги переданы в МФЦ. Это этап приема. И всегда говорю, самый удобный способ – это госуслуги. Можно через портал республиканский Е-Якутия, и с портала некоторые, не сразу, да, а вот сейчас ведется работа по переходу на большой портал, на портал госуслуг. Но все равно рекомендуем подавать заявление. Это удобно для граждан. Подавать заявление через электронные сервисы. Хочется остановиться на изменениях с 2026 года. В 2026 году мы передали полномочия по назначению республиканской доплаты региональной доплаты к пенсии до прожиточного минимума в социальный фонд. Это все сделано только для удобства наших пенсионеров. То есть, если раньше было в прошлом году пенсию человек получал в социальном фонде, а доплату в другое число уже по нашим ведомостям выплату он получал с управления соцзащиты региональную социальную доплату, то теперь в 2026 году оно будет бесшовно. То есть человек, пенсионер, который получает пенсию, не дотягивает до прожиточного минимума, он получает в единый день сразу и пенсию, и РСД. В этом моменте люди, конечно, раньше путались, а сейчас вот такого не будет. Поэтому это делается все для удобства наших жителей. То есть сейчас одно входящее окно, через все социальный фонд. Да, предоставляет услугу социальный фонд. Изменений по законам, по услугам у нас много. Все-таки услуги наши имеют адресный характер, еще раз повторю. Например, это социальный контракт. Вот как раз на слуху, и в средствах массовой информации, пишут, говорят о социальном контракте. Давайте остановимся немножко поподробнее. Кто может получить и что это такое социальный контракт? Здравствуйте, радиослушатели. Да, тема действительно очень актуальная. И если посмотреть за прошедший год, мы заключили порядка 1500 социальных контрактов. И вообще вот социальный контракт, как и само название говорит, это не просто помощь, а соглашение между человеком и управлением. То есть со стороны управления мы выплачиваем деньги, а со стороны заявителя какие-то мероприятия, действия из выхода тяжелой жизненной ситуации, или же улучшения. Эти действия должны предприниматься. А кто может вообще претендовать на этот социальный контракт? Например, это какие должны быть тяжелые жизненные ситуации, для чего вообще дается социальный контракт? На социальный контракт подают малоимущие семьи, либо одиноко проживающие граждане, То есть мы смотрим доход за последние 3 месяца должен быть. Тут я хочу отметить, раньше по старому постановлению, когда мы смотрели последние 3 месяца, то с этого года мы смотрим предшествующих одному календарному месяцу. То есть на примере сейчас у нас март, февраль мы пропускаем, и период смотрим, получается, ноябрь, декабрь, январь. Вот такие периоды мы смотрим. А сумма, сколько она варьируется по этой помощи адресной?
Ну, если сказать по направлениям, да, на сегодняшний день у нас 5 направлений есть. Первое — это поиск работы. Второе — это открытие своего дела. Третье — это ЛПХ. Четвертое — это иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Так? И пятое — это у нас новое направление, это называется «Теплый дом». То есть на ремонт своего жилья можно, да, как бы прописать, ну, как бы в нуждаемости, да? Да. Нет. Нет, тут Теплый дом — это не ремонт. Вот вы немножко не так тоже понимаете, да? Вот наши радиослушатели тоже, наверное, все-таки не так понимают, да? Вот когда есть у человека право, то за этим правом всегда есть обязательства. Вот по социальному контракту, если у человека есть право получить этот социальный контракт, то у него появляется обязательство. То есть он должен у него обязательства такие, что вот эти деньги, которые дает государство, он должен отчитаться. Это в первую очередь, что он направил средства целенаправленно по целям, которые они. Вот по направлениям, Ольга Савична сказала, да, теплый дом. Это не говорит о ремонте. Теплый дом говорит совсем о другом. Сейчас Ольга Савична расскажет. Хорошо. Теплый дом, там максимальная сумма идет 50 тысяч. Там может претендовать те семьи, которые, ну, вот, находятся в социально опасном положении и которые вот в тяжелой жизненной ситуации находятся. Ну, то есть вот эти 50 тысяч рублей, я на что могу их потратить? Эти средства могут направить на ремонт электропроводки, на приобретение вот, кабель, счетчики, вот такие сопутствующие товары. И на ремонт печей. Печь, ремонтировать печь. Вот этот вот я говорю, что вот этот вызов времени. В последнее время у нас пожары. Вот этот теплый дом, он появился из-за этого, что электропроводку надо менять. Вот семьям, которые они не могут себе позволить это поменять за свои деньги, мы это будем делать, притворять в жизнь совместно с администрацией. То есть для того, чтобы семья получила соцконтракт по теплому дому, то обязательно нужно комиссионные решения от администрации, что им надо вот поменять. А они по малоимущие, и они не могут сами себе позволить. И вот поэтому 50 тысяч идет только цель такая, что замена электропроводки или печь. У нас есть семьи, которые с печным отоплением. Вот 2 пункта и 50 тысяч. Они могут получить эти 50 тысяч сразу единовременно, или мы можем разделить, исходя из того, опять же, из ситуации семьи. По 25 тысяч можем, допустим, за 2 периода, по 2 периодам перечислить, а можем и сразу 50 тысяч. Опять же, как только появляется право, есть обязанность, то есть они обязательно должны отчитаться. Это не говорит о том, что государство просто так выдает деньги. И вкратце мы можем ознакомить наших слушателей о других пунктах социального контракта. Если сказать по поиску работы, да? По поиску работы, если заключаем контракт, первая оплата, оно у нас идет в размере прожиточного минимума, и дается срок, да? Срок в течение месяца, вот если заявитель желает трудоустроиться, ну или либо обучиться. В течение месяца вот, ищет обучение, либо вот работу, да? Если желает обучиться, мы оплачиваем обучение, максимальная сумма 30 тысяч, и срок обучения 3 месяца. И в течение 3 месяцев мы дополнительно оплачиваем стипендию. Это половина прожиточного минимума. Ну, в среднем 15 тысяч. Ну, это прямо очень хорошее подспорье. После окончания вот обучения получает сертификат, либо свидетельство, да, об обучении. И дальше, вот, когда человек обучается, у него же, например, нету опыта, да, и для этого вот у нас есть стажировка. Допустим, по стажировке мы заключаем 3-сторонний договор.
Первое — это мы, заявитель и работодатель. Ага, и работодатель в течение 3 месяцев может оплатить стажировку, и вот эту сумму, стажировку, мы компенсируем работодателю. Это получается тоже очень хорошая поддержка, ну как бы бесплатная рабочая сила в течение 3 месяцев, да, получается. Ну и вот после истечения 3 месяцев уже официально трудоустраивается. Если трудоустраивается, то тоже за то, что вот заявитель трудоустроился, мы в течение 3 месяцев тоже оплачиваем в размере 1 ВПМ. Ежемесячно вот 30 тысяч. Помимо зарплаты оно идет. То есть это заявитель получает, да? Да. Вообще хорошо. Максимальный срок — это 9 месяцев, получается, с момента заключения и вот до окончания вот этого периода. А вот еще по другим, вы сказали, на открытие своего дела можно еще подать. По открытию своего дела у нас с этого года по новому постановлению, да, дополнительная услуга — это семьям СВО. Семьям СВО, вот, которые... давайте я добавлю. То есть появилась новая категория. Это сам участник СВО, который демобилизовался. Первое условие, он должен быть уже демобилизованным. Второе условие, он должен быть поставленным на учет по поиску работы в Центре занятости. И третье, это рекомендательное письмо от защитника Отечества, от фонда. Фонд «Защитники Отечества» рекомендательное письмо дает, это у них тоже государственная услуга с конкретными сроками, требованиями. Если все 3 вот эти условия выполняются, то разница вот этой категории для получения соцконтракта мы им выдаем 1 раз однократно и без расчета среднедушевого дохода семьи. То есть расчет дохода семьи мы не рассчитываем именно только для этой категории. И эта категория у нас претендует только на одно направление. Это ИП, это индивидуальное предпринимательство, или ЛПХ, это личное подсобное хозяйство. Но мы привыкли так говорить, а может быть, радиослушатели, конечно, не поймут, поэтому вот надо все расшифровывать, да? Конечно. И если военно демобилизованный участник, ветеран боевых действий является инвалидом 1-й, 2-й группы, это право он может уступить своей супруге. В этом случае он пишет отказ в пользу своей супруги, и это делается только тоже однократно, 1 раз в своей жизни. Поэтому по новой категории пока у нас заявлений нету, но мы пока работаем, организационные работы ведем с фондом «Защитники Отечества» и готовимся к реализации этой программы. И там тоже, наверное, какая-то фиксированная сумма, да, вообще? До 350 это федеральные деньги, и 150 тысяч с республиканских денег можно добавить, но исходя из бизнес-плана. Там обязательно требуется бизнес-план. Тут хочется отметить, обязательно, вот, которые заявляются, будьте добры, бизнес-план отточить до, как говорится, чтобы с пониманием они относились, да? И тогда, получается, плюс появилась новая категория к тем простым гражданам, которые могут обратиться за социальным контрактом, за помощью. Уважаемые радиослушатели, буквально через несколько секунд мы прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, потому что тема сегодняшней передачи очень интересная. Она касается социальной защиты населения.
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать интересующие вопросы нашим гостям по номерам телефонов 320066 и 321166. Тема сегодняшней передачи у нас касается социальной защиты населения. У нас в гостях, я напомню, руководитель управления социальной защиты населения по городу Якутску при Министерстве труда и социального развития Матрена Викторовна Анимпадистова, Мария Петровна Чирикова, начальник отдела организации и назначения мер социальной поддержки, и Ольга Савична Горохова, начальник отдела адресной работы населения. До ухода на рекламную паузу мы говорили о мере поддержки как социальный контракт. И в разговоре вы сказали, что прозвучала тяжелая жизненная ситуация. Да? Давайте немножко нашим слушателям расскажем, что это такое. Но по данному направлению в этом году, сразу говорю, квота совсем 100 штук на весь город и на весь год. То есть семьи, которые ранее получали, допустим, да, там есть 9 признаков, по которым семья, 9 критериев, по которым семья или одиноко проживающий человек может быть иметь право на этот соцконтракт, да? Но это не говорит о том, что это 100%. То есть там, допустим, инвалидность или уход за инвалидом, то есть уважительные причины, по которым человек не может работать, допустим, да, или попал в тяжелую жизненную ситуацию. Если эта тяжелая жизненная ситуация продолжается из года в год, из месяца в месяц, то выплата, допустим, она равняется одному прожиточному минимуму в месяц только на нужды, первичные нужды повседневного быта, то есть на продукты и на товары, допустим, первой необходимости. Поэтому у нас заявлений уже сегодня много, и отказов тоже много. Поэтому сразу населению информируем о том, что в этом году данной мерой будут охвачены только те семьи, у которых, скажем прямо, сегодня пустой холодильник. В кавычках, да, чтобы и 80% семей должны быть многодетными. Это в поддержку многодетных. То есть 2 ребенка, то есть это тоже как бы многодетные, это приоритет. Вот мне подсказывает, что поступил звонок в студию. Здравствуйте, говорите, ваш вопрос. Здравствуйте, да. Могут ли отказать в выплатах? На какой срок может быть разработана индивидуальная программа? А третий вопрос, который у меня был, сейчас я его найду, значит, он звучит у меня: какие виды социальных услуг могут предоставляться для социальной защиты населения города Якутска? В целом, да? Ну, в целом... Не представился, да? Ну, в общем, отказы, они поименованы. То есть от фонаря управления все поименовано в правилах, постановлениях. И постановление правительства Российской Федерации номером 1931 и постановление правительства Республики Саха-Якутия номером 73. Там есть порядок, и вот в этом порядке все расписано, по каким моментам есть основания для отказа. То есть просто так мы придумать отказ не можем. Если вот оценка идет состояние семьи или одиноко проживающего малоимущего человека, и там, если вот для основания есть основания для отказа, только тогда принимается отказ. И второй вопрос, какие меры? Вот хорошо было бы, если бы радиослушатель сказал, для какой категории? Инвалид или вот одиноко проживающий малоимущий, вот тогда бы, наверное, мер много. В зависимости. А вот есть сайт или... Да.
Где можно посмотреть? Да, есть сайт управления ОСЗН, можете в любом поисковике найти, и сверху там есть услуги. Там прямо туда проваливаемся и открываем и читаем. Ясненько. Сейчас вот мы говорили до звонка о тяжелой жизненной ситуации, да? Повторим еще раз о том, что в этом году ограниченная квота для получения этой меры. То есть сколько раз человек может обратиться за помощью, за поддержкой? В этом году только один раз. То есть человек каждый месяц не подает заявление, подает только один раз. Мы его сопровождаем еще год по ТЖС. Да, у нас после окончания срока контроля. Еще один год. То есть если человек, который подал в прошлом году в марте месяце, у него срок 9 месяцев считает по ТЖС, по тяжелой жизненной ситуации. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это вот время реализации этого проекта. То есть он должен отчитаться, что он сделал по программе социальной адаптации, отчитаться. И мы закрываем через 9 месяцев программу. Потом еще мониторим 1 год. То есть по ноябрь еще идет мониторинг. То есть в этом году он может подать только после ноября. Все ясно. И вот еще интересует такая мера поддержки семей с детьми. Давайте немножко расскажем, какие меры поддержки сейчас есть для семей. Добрый день еще раз, дорогие слушатели и телезрители. Так, мера социальной поддержки семьям с детьми в нашей республике начинается с поддержки молодой семьи. Это у нас единовременная выплата в размере 50 тысяч, на которую имеют право супруги, оба проживающие на территории Республики Саха-Якутия, зарегистрированные впервые брак в возрасте до 25 лет. Обоих супругов? Обоих супругов, включительно 25. Также у нас есть единовременная выплата при рождении первого ребенка. На эту выплату имеет право женщина, родившая либо усыновившая первого ребенка. Главным условием данной выплаты является проживание на территории нашей республики на протяжении 3 лет на дату рождения ребенка. И все мы знаем, что в нашей республике есть 3 республиканских капитала материнских. Это у нас республиканский материнский капитал «Семья» при рождении 3-го ребенка или последующих. Если раньше это выдавалось только одному ребенку, то с прошлого года, с января 2025 года, выдается на 4-го и каждого последующего ребенка. В этом году размер 316 тысяч. Извиняюсь, поступил звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Наталья Чампина денерибин. Тух мин колбра эжи магун сахан толар. Онна соготогон олар. Онна уотун туга. Демболри пробада нахар гетбит. Онда ки колбра кайдакынан көмө ылган чыгыш. Кини соготог олар да? Соготог олар. Дроба Наталья, комойохихин агухан састах киһэка биһити көмүнүн орбоппут. Того диетер бу соцконтрактка эмме доход агыллар. Агухан састах киһи пенсията двойной фиксированный выплатанылар, өссө уходулар, эннегенен кинилер пенсияларын кәмәйе үрдүк болар. Сүрүбе 6 тыгынча агухан 5 соккобайтан үрдүк боллагана, комойохихин ити соцконтрактка теплый домга хатан кирбеппит. Теплый домга киреллер бу соготогон олорор киһи дохода ити хумматтан кыра боллагана. Эбетер жекерген, элбе хоголог жекерген ити хумматтан кыра дохоттах боллактарына, ыйдагы дохоттара. Онан харазетебин агуаннаах кияга ити программаннан хатан барбат. Атын программа барды? Атын программа проводканы меняйдырга оттон
Мен билер бинен соқ бағылақ, арайдар тоқа окружной администрацияға ме білсеғи жақтырын сөп. Бағаронна көмің ұрықтырын сөп. Хорошо, спасибо. Вернемся к капиталам, которые у нас поддерживают семьи с детьми. Мы остановились на том, что республиканский материнский капитал... Семья, да. С прошлого года имеет право на этот капитал рожденные, 4-й и на каждого последующего ребенка. Да. Кроме этого, у нас есть региональный материнский капитал на 2-го ребенка. Право на этот капитал устанавливается управлением соцзащиты на основании сведений отделения пенсионного фонда, то есть социального фонда, о выдаче сертификата федерального материнского капитала и сведений о регистрации, то есть проживании на момент рождения, на дату рождения не менее 3 лет. А вот федеральный капитал материнский можно вот использовать для приобретения жилья, строительства, да, на обучение детей. А республиканский на какие меры можно направить? Да. По всем этим 3 направлениям, чтобы воспользоваться, распорядиться средствами, имеется куча направлений. У всех капиталов они разные, не у всех одинаковые. Также на улучшение жилищного проживания, условий, приобретения транспорта, образования, медицинское сопровождение. По конкретной информации по этим также можно ознакомиться на сайте. Вот приведу пример, да, вот мне тоже самой интересно. Когда я родила 3-го ребенка, в то время как раз-таки появился вот республиканский материнский капитал, да, в то время он тогда был 119 тысяч, насколько я помню. Часть средств я потратила на оплату обучения старшего ребенка. И для того, чтобы узнать вот остаток, могу ли я вообще его получить и направить, допустим, в последующем по направлениям, по которым можно воспользоваться, и вот узнать остаток. Узнать остаток, да? Конечно. Можете воспользоваться, узнать остаток, можете подать заявление через госуслуги об остатках материнских капиталов. Там придет справка в течение 3 рабочих дней об информации. Если у вас есть 3 капитала, вы имеете право со всеми размерами на сегодняшний год, то есть на этот год. И потом я могу также направить заявление на распоряжение средствами. И мы говорили о том, что с этого года, по-моему, да, или с прошлого года, вот по молодым семьям, впервые вступившим в брак, если, например, одному супругу 26 лет, то они уже не имеют права на получение, да? У них будет отказ. Также у нас есть всеми известный целевой капитал «Дети столетия», да, который полагается всем рожденным детям с 1 января 2022 года до 31 декабря 2027 года. Право устанавливаем тоже мы, Управление соцзащиты, на основании реестра ЗАГС о рождении ребенка и сведений о регистрации на территории республики на момент рождения ребенка у матери. Вообще достаточно много мер поддержки сейчас существует для семьями с детьми, да. Вот вы говорили о том, что вот рожденные про одиноких матерей, да. А какие-нибудь меры поддержки для одиноких отцов есть? Вот все эти вышеперечисленные меры, они заявление от имени матери подаются. Конкретно отцам нету такого. А вообще у нас многодетных, вернее, одиноких отцов в городе Якутске много, или же все-таки по сравнению процент маленький? Такой статистики у нас нету, но при этом, если сравнивать с федеральным материнским капиталом, все-таки федеральный закон, он как бы выше, да, стоит. Если сравнивать с федеральным маткапом, да, материнским капиталом, материнский капитал тоже оформляется только на имя матери. Потом, если какой-то страховой случай случился, да, то тогда право переходит на отца или
если дети совершеннолетние, то на детей. Мгм. То есть всегда материнский капитал оформляется на имя матери. Мгм. Тут мне подсказывают о том, что поступил еще один звонок в студию. Здравствуйте, пожалуйста, говорите ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Теплый дом» работает только в Улуше, только в городе, или в Улушах тоже работает? Мгм, спасибо. Хороший вопрос. В Улусах тоже работает. Это постановление правительства Республики Саха-Якутия, который действует на всей территории Республики Саха. Мгм. То есть в Улусах тоже есть. Поэтому всем слушателям рекомендуем вам обратиться сперва в администрации, в свою администрацию, Района. муниципалитетов, районов, окружных, кто где как проживает, да, Мгм. обратиться туда, так как теплый дом тоже реализуется с рекомендательным письмом от комиссии, пожарно-техническая комиссия при администрации. Мгм. Ну, действительно, как бы в муниципалитетах, в районах наших это мера поддержки, как теплый дом, она очень актуальна, потому что и деревянный фонд практически, каменных же у нас очень мало в районах. Так что очень хорошая мера поддержки. И еще раз скажем для наших телезрителей о том, что со всеми программами можно, наверное, не только как бы управление социальной защиты города Якутска, но и, наверное, на сайте Министерства труда. Тоже вся эта информация имеется. И подаются документы только через окна МФЦ, да? Да. И госуслуги. И госуслуги. Да. И республиканский Е-Якутия. Да. В принципе, сейчас век наших технологий, как бы информатизации у нас очень построена удобно, так скажем, для пользователей, да, но для тех, кто, допустим, живут по старинке, это наше старшее поколение, да, кроме МФЦ, например, они по каким-то вопросам для консультации могут к вам подойти? Консультации, да, обязательно могут подойти. Мы никому не отказываем в консультации. Также проводится плановая информационно-разъяснительная работа благодаря вам, да, через радио, через эфиры. Поэтому наши выходы региональные. И на этот... Мгм. Я вас благодарю о том, что вы приняли участие в сегодняшней передаче. Действительно, мы коснулись очень важных вопросов, которые касаются мер социальной защиты населения. Дорогие радиослушатели и телезрители, я с вами прощаюсь. До следующих встреч в эфире. С вами была Любовь Саровацкая.